Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Сегодня мы в гостях у замечательной девушки. Зовут ее Тая Ширикова. Тая очень много путешествует по земному шару, а также она с недавних пор является фитнес-тренером и создает своими руками вот такую вот красоту, которая сейчас у нас на столе лежит. Это новогодние шары, и не только шары, различные изделия. В общем, очень любит рукодельничать. Ну и поскольку близится волшебный праздник, Новый год, самое время ставить елки, украшать их, поэтому мы решили, собственно, сделать новогодний шар, да, продекорировать. Да, будем декорировать обычный пенопластовый шар. Эти шарики продаются в любых магазинах рукоделия, очень недорого, и материалы нам потребуются самые простые. Это у нас будет канцелярский нож, обычные ножницы, клей момент, у меня уже такой немножко потрепанный жизнью. И нам понадобится стрейч-бархат. Мы будем обтягивать этим бархатом эти шары. Здесь у меня уже приготовлены заготовки. То есть нам не понадобится ни иголка с ниткой, ни клеевой пистолет. У нас будет в работе только клей и ножницы. Начинаем. Здесь у нас у шарика, у всех шаров есть шов. Это очень облегчает работу, потому что дает нам возможность сделать симметричный надрез. И вот канцелярским ножом делаем такую прорезь. Не сильно глубоко. Уже, наверное, догадались, да, что в эту прорезь мы будем как бы конопатить. Можно немножко его расширить, потому что ткань толстая, чтобы у нас была такая канавка. Тая, вы елку уже поставили дома? Нет, я елку еще не поставила. Я сейчас полностью отдана игрушкам, потому что у нас очень много друзей. И я таким образом готовлю им подарки. И очень часто я свой процесс снимаю, показываю на своей страничке. Есть уже желающие обучиться. Но вот сегодня у вас прекрасная возможность получить эти знания бесплатно. Да, бесплатно. Сама я, кстати, этот мастер-класс покупала. То есть это не я сама придумала. В свое время? Да. Вот мы берем ткань. Она у нас такая тягучая, удобная. И начинаем ее вставлять в наш желобок. Смотрите, как она классно вставляется. Натягиваем, чтобы не было складочек. Материал вот должен быть именно стрейч, потому что он очень хорошо тянется, очень легко драпируется, и можно скрыть все наши недочеты, складки именно натяжением. Да. А вы каждый год создаете игрушки разные? Вот да. Они в каком-то определенном стиле всегда? Они всегда разные, потому что елки тоже у всех стилистически разные. И у меня у самой две елки, я ставлю то одну, то другую. Да, в этом году у меня будет классическая зеленая, и поэтому шары из ней у нее будут уже классические. Так. А со старыми шарами что делаете потом? Хранятся, потому что чем старше, тем они ценнее, это же память, и они уже становятся такие немножко винтажные. И это тоже иногда бывает, что забываешь, что что-то есть, достаешь и радуешься. О, и не нужно покупать новый шар. Вот здесь у нас есть небольшие такие, как сказать, нюансы, когда создаются складки. Поэтому самое трудное в этой драпировке – это спрятать складки. А потом будет самое интересное, мы будем делать декор. Самая любимая всеми часть. Так. Даже если немножко у вас складки остаются, мне кажется, они не будут портить шарик, потому что это бархат, это ткань благородная, и она придает такой какой-то шарм, да, живость шарику. Сейчас я одну половинку спрячу, а вторую половинку дам попробовать. Ничего сложного. Это можно даже устраивать, наверное, посиделки с подружками, что мы делали в прошлом году. Мы просто собирались и дружненько делали каждый на свою елку. Да. Вот смотрите, мы уже обтянули одну половинку. Половинка у нас готова. Да. И таким же способом можно будет. Если там будет лишняя ткань, то ее можно будет обрезать. То есть я хочу сказать, что это очень такой легкий процесс, которым можно задействовать даже детей. Сколько примерно времени уходит на создание одного шара? Ну, час-полтора. Просто я-то уже наловчилась. Вот сейчас вот тут немножко появится излишек ткани, надо будет его аккуратно распределить. Я знаю, что вы делаете также браслеты именные, да, которые сейчас очень популярны, набирают популярность. Да, я изучаю бадзи, практикую.
и делаю на его основании уже браслеты по определенным человеческим потребностям, да, на определенные задачи. Ну, это тоже пользуется большой популярностью. Делала раньше часы, тоже с натуральными камнями, тоже было очень востребовано. И до сих пор, уже столько лет прошло, люди до сих пор иногда мне отправляют фотографии, говорят, живы ваши часы, мы носим. Ну и вот основная страсть, наверное, это у меня вот декупаж и различный декор. Даже коробочки для материалов у меня все сделано. Все своими руками. Там лишняя ткань, ее можно будет отрезать. Ага. То есть все решается вот на месте, по факту. Удаляем излишки. И сейчас мы эту ткань безболезненно спрячем. Ну, как я уже говорила, вы много путешествуете. Да. В каком месте побывали в последний раз? Последний раз это был Крым, это был Сочи, это была Адыгея. В Крыму я ни разу не была. Очень под большим впечатлением, очень понравилось. Мы путешествуем в основном на автомобиле. Иногда выезжаем прямо с Иркутска, иногда здорово. Нам либо друзья дают машину, либо мы берем в прокат и путешествуем. Всей семьей? И с семьей, и с мужем, и с друзьями. У меня 2 детей. Старшей уже 21 год, она закончила институт. Тоже очень творческая, она очень хорошо рисует. В этом году выяснилось, что она еще и поет, оказывается, есть вокальные данные. А сыну 12, бывший вот бальный танцор, сейчас он занимается боксом. Вот. Такие разносторонние. Да, ну вот, самое сложное мы с вами закончили. Сейчас нам нужно спрятать наш шовчик. И в ход у нас пойдут целая сокровищница моя. Пойдут ленты, кружево и, в общем, различная красотища. Давайте подберем. Все фантазия, да? Да, здесь можно выбирать, вот, какую тесьму хотите. Давайте вместе выберем серебристое. Давайте серебро, наверное. Холодненький. Да, будет. Потом это можно все украсить вот такими вот лентами. Это все продается, это все доступно, и это очень недорого. Поэтому сокровища да. Настоящие, да? Ага. Так что можно пошире закрыть вот это наши вот эти дефекты, а потом уже сверху украсить. Ну и все, и в ход у нас пойдет клей. Мы примерно просто прикидываем, как это будет. Вот это будет выглядеть вот так. Роскошно, да? Да. Даже... Это Новый год, можно тут не стесняться в своих фантазиях, можно просто вот все, что придет в голову, клеить, лепить. Перебора не будет, не будешь, потому что это Новый год, можно все. И все, вот таким образом мы просто наносим клей на наши некрасивые места и закрываем тесьмой. Смотрите, прям как преображается да, шарик. Он уже красив, да? Да. А сейчас мы, представляете, мы туда стразы приклеим, сделаем бантик. Продолжая наш разговор о путешествиях, да, не только вот по России вы путешествуете, но и побывали, если я не ошибаюсь, в 21 стране. Да, 21 стране. Ага. Это какие какими странами вы больше впечатлены? Больше всего, наверное, это Таджикистан, Афганистан. Это Памир, потому что это, не каждый там бывает, не так легко туда попасть. И очень часто наши поездки бывают спонтанными, и от этого как бы сюрприз такой, да, жизненный, что очень долго потом хранится в памяти. Это впечатление на всю жизнь. И вот чем впечатлил Таджикистан? Горы. Самые сумасшедшие горы и люди. Все-таки места украшают не само место природы, а люди, которые там встречаются. Культура, да. И вот я могу сказать, что по опыту, что ни разу в нашей жизни не попадались плохие люди. Может быть, мы такие хорошие, может быть, не знаю, но всегда встречают с душой, всегда прямо показывают свою культуру, показывают свою жизнь. И каждый раз мы покидаем страну прямо с теплой душой, с самыми хорошими впечатлениями. Я думаю, хорошие люди всегда притягиваются. Да, я думаю, да. Так, тесьму мы приклеили. Нам надо не забыть еще сделать хвостик, потому что шарик у нас, видите, ткань эластичная, сюда пришивать мы не можем, он просто оторвется. Поэтому мы точно так же сделаем петельку и спрячем в специально оставленное место. Ничего не боимся, это все прикроется бантиком. Все декорируется, поэтому здесь можно ничего не бояться. Мы возьмем такую тоненькую ленточку. Да? Можно ниточку, можно веревочку, любую веревочку. Любую веревочку можно приклеить. Да.
Белочек. Будто шнурок, ленточка. Да. Мгм. И туда вклеиваем. Добавляем клей. И прямо по шву туда и утопляем. Ага. Также вот в эту. Да, клей обязательно, потому что он потом может выскочить. Так. Оп. Все. Петелька готова. Мгм. Так, Далее ну у нас- теперь мы занимаемся украшательством. Теперь мы выбираем все самое красивое, яркое, пестрое. Мгм. Можно даже пустить в ход перья, допустим, для бантика, да? Давайте, какой мы сюда окантовку сделаем. Синенький, красненький. Какой цвет нравится? Я любитель вообще такого. Наверное, будет сливаться, да? Можно что-то в контраст. Давайте синенький, наверное. Да, Раз уж мы решили холодного оттенка сделать шар, думаю, будет красиво. да. Мгм. Все, можно смело приклеивать. Так. А чем вы вдохновляетесь? Я смотрю интернет, ну и очень люблю в путешествиях ходить по различным рынкам. Так. Блошиным рынкам, всяким там местным, где продают Что-то всякие покупаете штуки. специально? Да, скупаете? бывает такое, что я беру вещь и просто разбираю ее на запчасти, чтобы посмотреть, как она устроена. Такое тоже бывает. Ага. А так люблю смотреть, да, народное творчество. Бывает так, что один раз мы попали в Белоруссии на их праздник национальный, Мгм. в село Дудутки. Это было так классно, и я вот тогда очень сильно вдохновилась белорусскими мотивами. И очень жалела, что в детстве забросила вышивку крестом, потому что это на самом деле очень красиво. И идей очень много, начиная от декора обычных толстовок, да, с вышивкой в национальном стиле. Но это, в принципе, может быть и не только белорусское, это может любое. И заканчивая там декором в доме, да, посуда, какие-то там текстиль домашний. Это очень классно. Мотивы. Да. Ага. Я вот подумала, что, наверное, самое интересное это вот именно такие национальные праздники посещать и смотреть, как же там все устроено. Все клеим на момент. Вот он хорошо приклеивается. Смотрите, как уже все блестит и сверкает. О путешествиях мы рассказали, о шарах мы поговорили. Как вы сказали, недавно стали фитнес-тренером, ушли в спорт. Да? Ушла, ну да. Спорт после 45. Просто обязательно, просто необходим. Все началось с того, что я по образованию бухгалтер-экономист. И, Так. соответственно, многолетняя сидячая работа дала о себе знать. И пришлось, конечно, уже восстанавливать свои какие-то физические, даже сказала бы, навыки, да, через спорт, потому что все болит, все скрипит, все. Ну и с возрастом, естественно, у нас происходят определенные изменения в организме, и спорт просто необходим. Даже элементарно для поддержания не только красоты и молодости, да, а вот костно-мышечной системы. Вот. Поэтому я начала заниматься фитнесом и так увлеклась, что решила, что мне нужна новая специальность, чтобы узнать, как все устроено изнутри. То есть это не просто бездумные движения руками, ногами, да, а вот именно биомеханика. Вот, и я выучилась. И как долго вот вы шли к тому, чтобы стать тренером? Долго, потому что это все-таки ты понимаешь, что ты берешь на себя огромную ответственность за здоровье другого человека. Это нужно быть морально к этому готовой. И физически, наверное, да? Потому что да, моя фигура это моя, да, это моя визитная карточка. Я должна демонстрировать. Нельзя так просто взять и стать фитнес-тренером. Да, должна излучать и здоровье, и как бы хорошую фигуру. И в каком направлении работаете? Функциональный тренинг. То есть это работа для всех мышц тела. Это, наверное, самый универсальный такой вид. Потому что с возрастом кардионагрузки должны быть умеренные. Сильных таких ударных либо осевых нагрузок уже не должно быть. Но совсем без движения нам тоже никак. Поэтому функциональный тренинг, который задействует все наши мышцы, основные рычаги нашего тела, они просто необходимы. Так, приклеили. Теперь нам нужно украсить как-то лицевую часть. Давайте это дело я поручу вам. Давайте. Есть такие кусочки вот различных кружев, которые можно, например,
здесь вот есть фрагменты. А, вот как здесь, Да, как здесь. Либо можно в центре сделать какой-то фрагмент, вот такой, и сюда что-то потом еще добавить. Ага. Можно любого цвета, можно белый, можно синенький. Так, они вырезаются, да? Да, они вырезаются. Самое удобное это тут кордовое кружево, которое на сеточке. Оно не Ага. распускается, оно вот имеет такие вот красивые узоры. Ага. А мне вот это нравится, низ. Вот этот широкий. Ну, можно низ, можно вот так вот прям вокруг. Да? Мгм. Давайте, нужно отрезать, да? Да, нужно вырезать контур. Так. Мгм. Это работа такая кропотливая, но умиротворяющая. За просмотром фильмов, за такими Да, приятными да. беседами, да, как с вами, можно коротать Мгм. вечернее время. С детьми, наверное, Да. тоже можно, да, вечером. И причем не только на Новый Развлекать. год. Это же можно, представьте, что это пасхальное яйцо. Да, кстати. Или, может быть, это какое-нибудь сердечко на День Святого Валентина. Мгм. К любому празднику, в празднику, принципе, да, можно да. привязать, да? Да. Ага. Или вот на новоселье птица счастья, например. Почему нет? Да, красота. Ну, все элементарно, все очень просто и все очень доступно. Обычные краски, которые продаются во всех художественных магазинах, кружева, которые продаются в магазинах тканей. То есть все доступно. Да, все доступно, чего только нет. Да. И тем более интернет у нас тоже изобилует различными материалами. Мгм. Так, примерно так, да? Да, можно. Мы Ага. как будем, по всему диаметру или мы будем? Давайте по всему. Вот так и с той стороны. Здесь уже тоже имеет свой узор, можно вот так вот подогнать, чтобы он вот так вот красиво Мгм. было, да? Да, мы тут тоже вырежем. Тая, что планируете на Новый год? Где планируете встретить? Как? Возможно, какие-то планы есть куда-то полететь? У нас традиция, мы каждый Новый год отмечаем с родителями мужа. Каждый год уже много-много лет, при любых обстоятельствах. Всей семьей? Да, всей Ага, семьей. большой- за большим Да. столом? Даже Ну, когда это так. дочь училась, она приезжала на каникулы, и всегда мы были у нашей бабушки. Она очень вкусно готовит, прямо стол у нас там ломится. В этом плане я счастливая невестка, потому что мне ничего делать не надо. Моя забота только подарки для всех. Ага. Как, кстати, выбираете подарки? Что-то делаете своими руками? Для друзей своими Покупаете? руками, да. Для друзей, для коллег. Это вот прекрасная идея, когда голова вообще не болит. Даже Да, можно... я была бы очень, допустим, рада получить такой шар. Почему нет? Шикарно ведь, да? Да, учителям в школе, коллегам, руководству, своему начальству там Мгм. сделать приятное. Ну, Да. Тем более своими руками. и таких вещей же вы нигде не найдете. Мгм. И душа вложена, и оригинально. А сами что любите получать? Ну, трудно сказать. Я, в принципе, человек неприхотливый, я Всему буду всему рада. буду рада, да. Это же внимание, ты когда понимаешь, что человек думает о тебе, Да. что-то выбирает, что-то ищет, пытается сделать тебе приятное. Этого уже Этого достаточно. уже достаточно, да. Мгм. Ну и потом, в принципе, я же много чего себе могу сама позволить. Самое главное — внимание. Вот, теперь есть такая фишка. Если у нас тут немножко сборит, Мгм. мы делаем такие надрезы, А, и у нас получается выточка. хитрость. Да, Мгм. ну вот так вот зажимаем, и все, волна у нас уходит. Здесь тоже надо Раз. два. Мгм. Сейчас подклеим, все наши волны, неровности уйдут. В планах посещение какой страны у вас? Ой, ну с этими закрытием границ, конечно, Мгм. очень трудно, но я бы хотела вернуться в Таиланд, и я бы, наверное, хотела побывать в Африке. О, далеко. Где-нибудь в Ага. Танзании, не знаю. Потому что, мне кажется, Почему так такое... тянет? Да. Все недоступное тянет. Мгм. Все загадочно, Чем неизвестно. дальше, тем лучше, да? Да, да. И потом мы же так мало об этом знаем. У нас какие ассоциации? Там тигры, львы, Мгм. сафари, пальмы, да? Дети, которые голодают. Да. Мгм. Поэтому хочется посмотреть все своими руками, развеять многие мифы, которые у нас остались в голове еще с советских времен. Мгм. Ну, бывая в той или иной точке мира, вы рассказываете, да, своим подписчикам, Да. делитесь какими-то видеоблогами. Да, у меня есть страничка в Инстаграме, в которой я все рассказываю.
Ну, это такой домашний блог, там и моя повседневная жизнь, начиная там от готовки еды, да. Все, Все, да, лайфстайл. можно. Вот, смотрите у нас, как красиво Какая получается. красота, давайте покажем. Вот. Мгм. Как эти морозы. Да, узоры. узоры морозные, Морозные да. узоры. Так, Мгм. заднюю сторону будем украшать? Тоже можно приклеить. В принципе, можно. А И- можно и не можно. А можно да? и не можно, да. Потому что да, игрушка, она, как правило, висит с одной стороны, да, Да. мы ее не крутим. ну Ага. теперь сюда просится что-то такое тоже Да. красивое, блестящее, Большое. большое. Здесь у меня есть еще одна коробочка, в которой есть различные стразы, есть бумажные цветы. Можно сделать такую брошку и опять вокруг нее сделать окантовку. Да, кстати. Угу. Розовенький. Да, можно розовый. Почему нет? Клеим не на макушку вот сюда, а чуть пониже, потому что у нас здесь будет бантик, и он будет как бы Ага. нарушать нашу, как называется, пропорциональность, да? Шара. До густо смазываем клеем и приклеиваем в центр. Вот. И также берем наши синенькие страйки. Это будет выглядеть вот так. По кругу. Мгм. Ага. Красота. Красота. Что еще вы любите делать или чем-то, может быть, планируете в будущем заняться? Ну, жизнь сама расставит, наверное. Видите, мы же планируем-то много, да, а Мгм. обстоятельства бывает складываются Мгм. так, что все меняется в этой жизни, поэтому загадывать далеко вперед сейчас как-то нет смысла, я думаю. Сейчас у меня есть план, по которому я собираюсь жить. Это работа для души, вот такие вот творческие посиделки для души. И вот, смотрите, какая у нас получилась брошка. Красота. Ну, шар готов, да, почти? Почти, да, Ага. почти готов. Теперь осталось нам сделать бантик. Бант делается тоже просто, без ничего, без швейной машинки, без ничего. Нам понадобится иголка с ниткой. Сперва подбираем размер. Мгм. Вот так. И уже потом его отрезаем. А, все примерно на глаз. Да, все на глаз. Ну, как вы сказали, в Инстаграме вы рассказываете абсолютно обо всем, о жизни, об Мгм. увлечениях, о путешествиях. А что больше всего интересует ваших друзей, ваших подписчиков? Все любят, наверное, больше всего про семью. Про взаимоотношения в семье, про детей, ну, такие залипательные какие-то сюжеты короткие, когда ты что-то делаешь дома. Потому что от путешествий много, когда выкладываешь, люди устают. Есть люди, которые завидуют, потому что не могут себе это позволить. Опять она уехала, опять она там куда-то, да, где-то там ходит. А вот когда ты приезжаешь домой и показываешь детей, как они там балуются, да? быт, какие-то мелкие там, да, смешные случаи, вот это людей цепляет гораздо. Заходит. Да. Ну и вот рукоделие, потому что к сезону очень часто, сейчас даже мне пишут, что ой, у нас в садике заказали игрушку сделать, да, поделку, Очень пожалуйста, часто. помогите советом. Такое тоже бывает, Вы делитесь советами? конечно. Я ничего не скрываю. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Сегодня делюсь я с людьми, завтра они со мной. Вот какой принцип. Да, Отличный, поэтому по-моему. вот энергообмен очень нужен. Все, вот мы сшили бантик в центре, и чтобы не было узелков никаких, просто Обматываем. обматываю. Даже тут узлов никаких делать не надо. Все обмотали, хвостик отрезали, бантик расправили. Вот такой у нас получился бантик. И мы его также И клеим, мы его да? просто, да, приклеиваем. Хвостики прячем, делаем попышнее. Какая красота. Вот такой у нас получается радостный шарик. И приклеиваем его не к ленточке, а на основу, Ага. чтобы он у нас задорно торчал. И сейчас бантик тоже будем украшать, потому что просто бантик, мне кажется, скучно. У нас же Новый год. Все, прикладываем. Пока он подсыхает. Так, перышко. Так,
перышко синенькое. Смотри, Да. даже вот так вот Слушай. просто прикинуть. Вот никогда не бывает так, что я По плану заранее, какому-то, да, да? по плану, да, потому что Действительно, сделаешь, это же творчество, все рождается в процессе. все. Ну, какая красота, смотрите. Смотрите, буквально прошло 25-26 минут, и мы за это время успели сделать шар, да? Причем неповторимый шар. Тая, огромное вам спасибо, что поделились таким полезным мастер-классом И вам спасибо по, за интерес. по декорированию, рассказали нам о себе. Очень приятно было с вами познакомиться. Взаимно. Тая, желаю вам счастья в вашей семье в наступающем году. Спасибо. Еще больше вам путешествий и Спасибо. вдохновения на творение вот таких замечательных, красивых вещей. Спасибо большое. На этом, дорогие телезрители, с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Мы обязательно вам что-нибудь покажем.